Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Бирге ТВ, меня зовут Аскар Фермурас, и сегодня мы узнаем идеи людей именно по той профессии, которой они работают или же когда-то учились. Всем приятного просмотра, поехали! Я работаю в торговой компании, но по профессии я юрист. Чтобы юристам работать, у нас не хватает рабочих мест. Рабочих мест, либо оплата труда очень низкая. И у нас такая тенденция, либо с опытом работу берут, а когда ты студентом заканчиваешь, тебя с опытом работы не берут. Либо знакомый нужен, либо, как всегда, деньги выпираются. А в торговых компаниях я уже 10 лет работаю, и там уже знакомые не нужны, и оплата труда оплачивается очень хорошо. Для Кыргызстана, мне кажется, нужно наоборот построить много рабочих мест, чтобы граждане не выезжали в другие страны, чтобы они не нуждались, чтобы их больше защищали их интересы. Для развития, еще чтобы коррупции не было, чтобы наши политики, которые сейчас пришли на это место, чтобы они работали честно, во благо государства, во благо народа. А вот вы сами по какому профилю работаете? Или учились, или же... Юрист, да. Что не хватает нам? Сейчас юристов, экономистов, дизайнеров, по сути, много, но смотря с другой стороны в развитых странах, где учатся, им всегда предоставляют место работы. А так как у нас, видишь, страна не так уж и развитая, и что не хватает? То есть на рабочих мест? Да, рабочих мест не хватает, и все. Я не гражданин Киргизии, даже сказать не могу. А вот это еще лучше. Вот как не гражданин Кыргызстана, что здесь не хватает нам? Да вроде все хватает. Вроде бы же нормально, и жизнь нормальная. Размеренная. Куда-то спешить нужно? Не нужно никуда спешить, я думаю. Ага. Вот, допустим, чтобы как до Дубая дойти, что нужно? Чтобы до Дубая примерно дойти, нужно... Какие... Что-то мы упускаем, может быть, или... Нет, чтобы до Дубая дойти, нужно золото, которое здесь и есть, самим разрабатывать. Ага. Да, вот в Киргизии, чтобы государственные компании разрабатывали, чтобы... Или частные, не иностранные компании, а именно, допустим, частные компании, которые находятся в Киргизии, которые будут платить налоги, и эти деньги будут поступать в казну, и потом люди, которые работающие там у власти, да, чтобы не растрачивали там всякие разные стороны, этот бюджет направляли целенаправленно, допустим, на ремонт дорог, там, на благоустройство города, на пенсию, на зарплату людям. Ну, я думаю, что если вот так все будет работать, будет хорошо. Конечно, было бы хорошо вот для инвесторов сократить налоги. Сократить налоги, да, правильно. Как бы сказать, облегчить их пребывание, то, допустим, та же визовая поддержка, да, упростить визовую поддержку. Вот эти основные моменты, потому что я в этой сфере работаю с китайцами, да. Вы уже сталкивались, да, что инвесторы жаловались на именно такие жалуются, проблемы, да? Мы же сами понимаем, что для них приходят налоги чуть высокие, да. Вот они инвестируют, да, им бы налоги упростили бы, и классно было бы. Спорткласс спонсирует нас. Спонсоров, да, мало, да? Спонсоров мало. Еще? И спонсоров аз болгон үчүн, и спортсменов тоже, и хороший спортсмендер калып кетип атат да, спонсор жок. То есть они теряют смысл куда-то идти, смысл вообще спортом заниматься именно профессионально. Да. Ага. Спонсор жок, ошон үчүн балдар калып кетип атат да. Вы кем работаете? Или вы кем учитесь или работаете? Я не работаю, я художник. Художник. А вы? Администратор. Администратор. Окей, вот про художника. Вот именно по вашей отрасли что не хватает для Кыргызстана, чтобы развить именно вашу отрасль? Художников, допустим. Наверное, хороших курсов, хороших педагогов, которые могли бы полностью в этой отрасли как-то развивать. Идея какая-нибудь есть у вас, вот, допустим, как художника, что бы вы хотели бы Кыргызстану дать? Да, от себя. Наверное, побольше творческих каких-то мероприятий. Все, что связано с этим. Выставок. Выставки, чтобы люди не просто приходили и смотрели, но и участвовали в этом. Чтобы каждый человек, наверное, себя развивал в этом. Может быть, в любом случае у какого-то человека есть какой-то талант, потому что это не сразу выявляется. Я не знаю, даже я особо... Примерно. Ваше мнение чисто. Я думаю, надо сперва... Это коррупция, еще кадры. Ага. И надо больше вложения, и чтобы люди тоже
интересовались. Ага. Инвесторов привлечь Да, больше, да, да, да. Ну нет. Никаких инвесторов, наоборот, только самим. То есть, А, только свои да, производства, да? Да, инвесторы, они обычно делают то, что, ну, то есть выгоду себе, а у нас всегда ничего не остается. А, Понимаете? то есть мы продаем себя другим людям, да? Да, так и одним есть, словом, наши да? земли, наше Ага. все, короче. Например, для моделей, чтобы здесь были хорошие, качественные, нормальные модельные агентства, которые сотрудничают с реально хорошими как бы компаниями, брендами. С крупными компаниями, да? Ну вы же знаете же, европейскими. Кыргызстан маленькая страна, о ней никто не знает, никто нормально ничего нету, все через жопу идет. Поэтому, надеюсь, в будущем будут прям, ну, популярные агентства, как в Америке.